Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ваша личная жизнь в скором времени». У нас с вами будет 4 позиции, небольшой расклад на Таро Духи Животных. На Оракуле Духи Животных, извиняюсь. И видео всегда будет актуальный момент, когда вы его открыли, когда оно пришло к вам в вашу жизнь. У нас будет 4 позиции. Первая карта — это настоящее, положение вещей. Пока я выкладываю карты, приглашаю вас также на индивидуальные. Нет, не на индивидуальные, это я ошиблась. Извиняюсь, нет, я закончила индивидуальные расклады. Вот странно, да? Как будто бы меня что-то дергает это сказать. Видимо, на автомате. Я вас приглашаю на наш канал Life. Переходите на главную страницу канала и смотрите список самых популярных видео. И просто переходите на школу Таро Альвиен. Там есть также и плейлисты, разные темы. Знакомьтесь с нашими каналами. И на гадания, заговоры, ритуалы Карина тоже подписывайтесь. Итак, первая позиция — черный турмалин, камень колдуна. Вторая позиция — флюоритовая пирамидка, прием сигнала из космоса. Третья позиция — яблоко из полосатого оникса. Привет с Урала. И четвертая позиция — клубничный кварц, камень любви. Вот такие у нас сегодня символы на позициях. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с самой первой позиции с вами начинаем. И остальные я пока уберу в сторону. Итак, ваша личная жизнь в скором времени. Первая карта — текущее положение вещей. Как вы себя в вашей личной жизни сейчас ощущаете? Черный турмалин. Невероятно магический камень. Вот вы его подсознательно как-то выбрали. Давайте посмотрим, что у вас происходит сейчас в личной жизни. Вышла карта собака. Будьте верны тому, что любите. На текущий момент в вашей личной жизни присутствует преданность и верность кому-то, чему-то. Понимаете? Может быть, у вас даже есть такой человек. Однако такая преданность людям, местам, может быть, определенные истории, может превратиться в привязанность, а затем в застой, зацикленность и потерю себя. Поэтому будьте внимательны в вашей личной жизни. На сегодняшний день, может быть, уже идет какая-то такая стадия, и это не есть хорошо. Возможно, вы боитесь того, что случится, если вдруг дать отношениям развиваться. Или вам страшно попросить поменять что-то и показаться неправым. Или неправой, да. Когда вам является этот дух собаки, это нужно, значит, осознать, что жизнь начала меняться. И колесо фортуны, колесо судьбы уже сделало свой оборот. Поэтому, если вдруг вам кажется, что вас предали, или вы отдалились от человека, значит, преданность любви, она вернется во всех формах в будущем. Но сейчас нужно это пережить, да. То есть может такое быть, что вы были преданными кому-то, а вас взяли и подставили, предали, да. То есть вы могли быть верным человеком, но этого не оценили, допустим. По собаке тоже такое бывает. Собака, вы же знаете, она и есть собака. Она ходит за хозяином, у нее нет собственной личности чаще всего. То есть символ такой очень говорящий. Хорошо, давайте посмотрим, ваша личная жизнь в скором времени будет какой. Вомбат, будьте дома. Я не вижу здесь очень большого развития, если честно. Вы человек домашний, вы человек простой. И либо вы найдете кого-то по себе, кто такой же простой и домашний, как вы,
либо вы просто пока ничего менять не будете в своей личной жизни, потому что еще не готовы. Такое тоже по Вомбату может быть. Вы знаете, карта Вомбат, она показывает все равно такого более человека, любящего себя. Даже несмотря на то, что это домашнее животное, ну нет, это животное привязано к своему дому, это дикое животное как раз, но оно привязано к своему собственному дому, да. И получается так, что все равно, даже несмотря на пассивность, он любит себя. Собака нет, собака любит в первую очередь хозяина, потом себя. Вомбат все-таки больше привязан к собственной личности, к собственной шкуре, да. И ему может быть в жизни некомфортно, но вот как будто бы пора сбросить маски. И если вам кто-то вредил, это должно прекратиться. Если кто-то с вами вел себя нечестно, вы это явно прекратите. И здесь вот именно такая трансформация идет, что вы начинаете понимать, пора заканчивать быть очень любящим человеком и жить вот в этой некой зацикленности, да, или фокусироваться на ком-то в особенном смысле. И вы можете найти человека по себе, вполне по Вомбату, такого же домашнего, хозяйственного, там, допустим, но уже не будете привязаны как собака, а будете скорее на равных. Ну, вот такой вот расклад, такая перспектива вам на будущее в личной жизни. Так что думайте, решайте сами, иметь или не иметь, как говорится, в очень известном фильме, вернее, в песне, да. Такая позиция. А мы идем с вами дальше к позиции номер 2. Ваша личная жизнь в скором времени, как будет развиваться наша флюоритовая пирамидка. И первая карта, что сегодня в этой личной жизни происходит, да? Лошадь. Лошадь показывает, обретите свободу. Ну, опять же, обретите свободу. Значит, был не свободен человек, правильно? Вы же знаете, лошадки, они редко живут свободно. Их, наоборот, их стараются всегда оседлать, стараются подневолить. И вот вы любите свободу, вы человек, который особенно ее ценит, вот так могу сказать, на сегодняшний день. Вы стремитесь обрести свободу, но пока что, скорее всего, кто-то вас оседлал, да. Если же вы сейчас одинокий человек, вам подходит дух лошади, потому что вы будете скакать по прерии и ни о чем не думать, у вас будет развиваться грива. Если же все-таки вы с кем-то находитесь, вас попытались оседлать, и свободы хочется, вот как будто бы. Также карта лошадь говорит о сильной общительности и дружелюбии. Поэтому, может, у вас есть кто-то, с кем вы много болтаете, общаетесь, и вам хорошо, или это даже несколько человек. И, в принципе, для лошади жизнь – это некое приключение. Она всегда напоминает о том, что при любом решении у вас пребывает великий дух, незримый, но всегда вас поддерживающий и идущий с вами рука об руку. По сути, вам можно свободно отпустить свое сердце вскачь навстречу любви во всех ее проявлениях, да. Однако надо позволять себе вырываться из оков отношений, оков любви, оков чьей-то привязанности к кому-то. И научиться не зависеть ни от чего, наслаждаться своей свободой, даже если вы в отношениях, понимаете? Нужно уметь быть свободным человеком, несмотря на то, есть у вас узы брака, узы отношений или нету. Вы полны этого духа свободы, вы любите вольный ветер. И да, вам нужно разнообразить общение на сегодняшний день. В паре вы находитесь или нет, это не важно. Вы человек, который должен общаться. Вот как бы даже так могу сказать. Должен общаться. Ну и просто побывать, может быть, где-то, где можно расслабиться и вскачь полетать, да, поскакать. Может быть, вдоль моря, может быть, по полю, может быть, по лесу, еще где-то. Давайте посмотрим, что же вас ждет в личной жизни в скором времени, как она будет развиваться у вас. О, жираф. Еще одну порнокопытную
Я шучу. Жираф, смотрите на ситуацию в целом. Он всегда высокий же, жираф. И, мол, с высоты лучше видно, да? Тут идея всегда такая этой карты, что с высоты-то лучше видно жирафу нашему. И я считаю, что это хорошая идея, да? Вот у вас будут отношения, какие бы то ни было, и вы должны посмотреть на картину в целом, а не разглядывать мелкие детали, особенно мелкие недостатки этого человека. В мелких недостатках можно, знаете, как запутаться. А если посмотреть на картину в целом, что же складывается в личной жизни, да? Какая картина складывается, хорошая или плохая? Как вы считаете? И я вижу здесь, что около вас будет, естественно, достойный человек. Этот человек, если вы посмотрите на картину в целом, а не будете замечать мелочи, он составит вам хорошую партию. Либо тот, кто рядом с вами, достоин того, чтобы вы посмотрели на картину эту в целом, сверху. То есть поднимитесь на высоту над вашими отношениями, над вашей личной жизнью, и вы увидите совершенно иное, все другое, да. Здесь есть что рассматривать сверху. Хорошо, также что могу сказать? Ну, жираф, он приходит напомнить вам, что не только есть вкусная листва, да, в личной жизни, а есть и какие-то горькие моменты. И не бывает идеальных отношений. И у вас будут отношения, но земные, обычные, как у всех людей. То есть, которые имеют как достоинства, так и недостатки. Поэтому я не вижу здесь, что вы будете в иллюзиях, знаете, витать в облаках, когда ты так поглощен, впечатлен человеком, что вот прям не можешь. У вас такого не будет. У вас будут приземленные нормальные отношения, где ты адекватно воспринимаешь партнера или партнершу. Может быть, это лучше. Может быть, это лучше. Вообще, вы слишком бываете погружены в тревоги мира, и вам нужно сделать вашу жизнь сегодня и сейчас происходящей, а не ковыряться постоянно, допустим, в прошлом или в вашем будущем. Чтобы поменять ситуацию личной жизни так, как вам хочется, вам нужно действовать согласно высшему благу и знать, что все перемены начинаются только с вас. По сути, ваши приземленные отношения – это результат именно вашего восприятия, вашего труда, так скажем, вашего вклада. Ну вот есть неромантичные люди, допустим, да, или не умеющие говорить другим комплименты. Но почему ты тогда ждешь от других романтики и комплиментов? Ты, скорее всего, притягиваешь к себе именно такого же и человека-то. И хочется вроде, да, любви, хочется подарков, цветов, знаков внимания. Для мужчины хочется, там, не знаю, секс, борщ, вот, молчание вовремя. Но ты этого ждешь, а сам ты как себя ведешь? То есть, что ты к себе привлекаешь, какие энергии? Ты подаешь ли ты пример партнеру, как нужно себя вести? Ведь многие женщины, вот, допустим, пытаются развивать романтику в семье, в отношениях, как они делают для партнера некоторые трогательные подарки, которые он сначала не совсем ценит, но начинает что-то там чувствовать, да. Потом он становится более сентиментальным, когда ему дарят семейные фотографии, торты с его семьей, да, и там так далее, и так далее, и так далее, всякие трогательные вещи. И тогда он начинает понимать, что вот нужно сделать там подарок, сюрприз, тоже в ответ. А когда ты этого не делаешь, как человек, он такой же, как ты, как он это все поймет? Никак. Ну, такая позиция номер 2. А мы перейдем к позиции номер 3. Яблоко из полосатого оникса. Как будет развиваться сейчас в будущем ваша личная жизнь в ближайшем? И первая карта – это как раз, что сейчас у вас в личной жизни. Кошка. Будьте независимы. Вообще кошка очень хорошая карта. Милый пушистик пришел к вам, да еще и с крылышками, чтобы вас подбодрить. А кто такие кошки? Кто такие кошки? Кошки – это животные, которые гуляют сами по себе. Вы же знаете об этом.
Может быть, вы как раз такой человек независимый, да, который гуляет сам по себе сейчас, и могут ли быть любовные приключения, но легкие. Второй вариант. Домашняя кошка, у которой есть кто-то дома, но она не сильно умеет это демонстрировать и привязанность свою, и показывать зависимость от отношений. То есть вы всегда стараетесь, даже вот если вы в паре находитесь, некоторую независимость все-таки как-то продемонстрировать, да, и показать, что, ну, я в любой момент вообще могу тут встать и уйти или еще что-то. Хотя на самом деле, конечно, с кошками все обстоит не так, и это только видимость. То есть вы вполне можете быть ласковым человеком, нежным, пушистым, там, да, приятным. Возможно, вы очень красивы, нравитесь противоположному полу по кошке. Это, ну, нормально. Бывает такое, что по этой карте человек оказывается в личной жизни в абсолютно непредвиденной ситуации и боится прыгнуть в нечто новое, потому что не способен довериться ни себе, ни другому человеку. Если у вас такая история, то значит нужно прыгать. Решайтесь, и вы приземлитесь на лапы, как любая кошка. Бывает, все идет не по плану. Не бывает так, что вот раз отношения у тебя и все по плану. Ну, не бывает. Все равно что-то выбивается из рамок, да? Ну, вот кошка это и показывает, что есть что-то, может быть, в вашей личной жизни сейчас неожиданное, или вас куда-то зовет неизвестность, на форточку погулять. Ну, давайте посмотрим, а как будет развиваться ваша личная жизнь в будущем, в ближайшем. Броненосец. От кошки-то мы куда перешли? В броненосца. Установите здоровые границы. Ну, в принципе, оно нормально. Границы нужны каждому человеку, я считаю. Броненосец вам, может быть, совершенно выпасть не зря, да? У вас в личной жизни может наступить сложный момент. Вы, ну, перепутаетесь чуть-чуть, будете беспокойны внутри. И бояться, может быть, либо кому-то признаться в любви, да, либо отказать кому-то. То есть тут только два варианта. Показать свои чувства или сказать человеку, что он вам не мил, не угоден. И вот на что-то из этого вам нужно будет решаться. У каждого, причем, проиграется это по-разному, по броненосцу. Вы можете бояться сказать человеку «нет», и из-за этого отступаете, даже зная, что это вам навредит, да? Или считаете своей задачей сделать человека, допустим, счастливым, оградить его от проблем, от каких-то. И в итоге берете на себя лишнюю ответственность. Тоже вариант. Бывает такое по броненосцу, что встречаешь человека, он тебе слишком дорог, ты боишься показать ему истинные чувства, и начинаешь его всячески оберегать, спасать, решать его проблемы зачем-то, непонятно зачем, не позволяя справиться ему самостоятельно со своими же собственными трудностями. И, конечно, вам может казаться, что другой человек постарался стать лучше, понимая, как сильно вы им дорожите, и все стало хорошо, но это ваша нечестность с самим собой или с самой собой. Поэтому ваша личная жизнь, она может развиваться по сценарию иллюзий. Да. Что, когда вы кого-то не можете бросить, это иллюзии ваши. Что, когда вы хотите спасти того, кто и не достоин того, чтобы его вообще спасали, и ему это не нужно, понимаете? Вам нужно взглянуть страху в глаза. Может, вы побаиваетесь либо говорить правду, либо остаться в одиночестве, да? И с вами произойдут самые удивительные чудеса после этого, потому что высшие силы начнут вас защищать по-настоящему. И не надо будет лишней ответственности, не надо будет желания исполнять свое, да, угодить этим людям всем. Или не стоит, например, терять себя в отношениях. А получается, вы сейчас пронизаны духом независимости, да, а в будущем смотрите, как показывает. И вам нужно жить и давать жизнь другим, естественно, а не вести себя как броненосец. Ну, вот такая позиция номер 3. Задумайтесь над этим, что отношения-то будут, но вот как вы их преобразуете, вот в чем вопрос.
А мы идем с вами дальше, к позиции номер 4. Позиция 4. Как будет дальше развиваться ваша личная жизнь? Клубничный кварц, камень любви. И первая карта. А что сейчас в этой личной жизни происходит? Ух ты! Еще одно кошачье. Но тут рысь. Рысь говорит вам, жизнь загадочна. Значит, в вашей личной жизни сейчас есть некая загадка. Но знаете, что рысь — это символ одиночества? Я надеюсь, что вы помните об этом. Я об этом не раз говорила в своих раскладах. Но есть люди, которые вообще впервые на моем канале. Я так скажу, да? Я скажу. Рысь — это символ одиночества. Это символ действительно жизненной загадки, озадаченности некоторой человеком, да? То есть у вас, может быть, есть человек, но вы его не можете разгадать, понять. А еще могут происходить по ней сейчас в личной жизни волшебные события какие-то, неоднозначные. Рысь, она всегда приходит, когда хочет вам мир сказать, что не время делиться с другими своими сокровенными мечтами и желаниями. То есть открываться точно сейчас не время. И лучше побыть наедине с собой, потому что это символ одиночества. Нужна тишина, нужен покой. И нужно ждать, когда истина откроется вашему сознанию. Может, вы на ком-то залипли, и высшие силы сразу хоп, побудь-ка в одиночестве, разберись в себе сначала, да? Зачем тебе эта зависимость и зачем тебе вот эта вот интрига новая? Также карта показывает, что вам нужна защита, что есть некоторое на вас внешнее влияние, и что вы должны обращать внимание на то, кто вас окружает в этот момент, потому что могут быть враги у вас, соперники, соперницы и другие враги, и даже подруги, друзья могут стать вашими врагами. Поэтому будьте аккуратны. На сегодня у вас именно очень неоднозначная ситуация личной жизни, я вот так скажу. Определенности здесь мало. Давайте посмотрим, как ваша личная жизнь будет развиваться. Канарейка, да еще в короне. Пойте свою песню, говорит канарейка. Ну, от кошачьего хищника мы перешли к совершенно безобидной пташке. Интересно. Что же вы стали канарейкой в будущем? Почему? Как вы считаете? Вообще интересная карта, да? Она говорит о том, что у вас могут быть отношения, и вы расслабитесь в этих отношениях и будете действительно петь свою песню там. Но также карта может говорить о том, что вы можете говорить человеку то, что он хочет от вас услышать, а не то, что у вас на самом деле в голове, в душе, в мыслях в будущем. Отношения однозначно у вас будут, но не посадят ли вас в этих отношениях в золотую клетку? Вот в чем вопрос. Я, с одной стороны, вижу здесь, может быть, хорошее, обеспеченное будущее, да? Она в золотой такой короне сидит, эта канарейка. И она уже в жизни не хищник и не ищет приключений никаких, да? А тут идет момент того, что вы можете остепениться, быть с каким-то человеком, который тоже остепенился, и жить богато и счастливо. Но вас как будто бы слишком могут контролировать в будущем, понимаете? И вы действительно будете мало иметь свое мнение. И в присутствии этого человека мало можете сказать правды, той, которая накипела в душе. На самом деле дух канарейки, он всегда радуется будущему. И знает, что в жизни будут успехи, что вы будете любимы. И единственное, что момент — это некая несвобода, да? Кстати, канарейка может быть символом золотого брака. Ну, то есть, когда у вас есть отношения с человеком обеспеченным, но вы полностью находитесь в его каком-то гнете подчинения, да, когда нужно выполнять какие-то домашние обязанности, следить за детьми. Потихоньку вот так можно потерять свое «я», понимаете? И я вас предостерегаю сразу от этого, что вы можете быть счастливым человеком, богатым человеком, но просто не теряйте свое «я» никогда. Не поддакивайте, имейте свое мнение в этой семье, в этом будущем.
в браке, да, в этих отношениях. И вы увидите результат, что это просто будет счастливый брак без всяких клеток. Вы можете быть обеспеченным человеком, ну, без лишнего контроля со стороны того, кто вас обеспечивает. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал Live. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.